На основе расположенных в Северной Италии грузинской, армянской, азербайджанской и северокавказской боевых групп формировалось Кавказское соединение войск СС, которое также именовалось Кавказской кавалерийской дивизией общей численностью 2400 бойцов. Временно исполняющим обязанности командира являлся балтийский немец, бывший офицер Российской императорской армии полковник Тойерман. Во главе боевых групп, полков и батальонов стояли кавказские офицеры. Так грузинской боевой группой командовал князь Цулукидзе, азербайджанской Исрафилов, Исрафиль-бей, северокавказской Улагай. Все трое являлись эмигрантами первой волны. А армянскую боевую группу возглавлял бывший командир Красной армии Саркисян. Основой для формирования соединения послужили остатки национальных батальонов, разбитых на Западном фронте, а также кавказцы, завербованные в лагерях военнопленных в последние месяцы войны. Так в его состав был полностью влит находившийся к началу 1945 года на учебном полигоне в Нойхамере первый полк кадровой добровольческой дивизии, насчитывавший после своего отступления из Франции 375 человек. Реально к концу войны в состав соединения входили две боевые группы, полки, грузинская и северокавказская, а также отдельные конные эскадроны «Засетин». Азербайджанская группа, как я говорил выше, была передана в состав Восточно-Тюркского соединения СС, а армянская, по-видимому, так и не была до конца сформирована. Личный состав соединения испытывал острую нехватку в амуниции, также проблемы наблюдались и с вооружением, были предоставлены устаревшие итальянские образцы. Нужно сказать, что помимо Кавказского соединения СС, в Северной Италии также находились около 6500 беженцев, мужчин, женщин, детей, которых возглавлял Кавказский национальный комитет под председательством адыгейского князя генерала Султана Киличгирея. Все боеспособные мужчины из их числа в возрасте от 18 до 70 лет были сведены в два добровольческих полка, каждый из которых состоял из рот, сформированных по национальному признаку. Эти полки были призваны играть роль самообороны в местах размещения беженцев и одновременно служить резервом для комплектования Кавказского соединения СС.